Говорят, что кухня – это самое важное место в доме. Важное, потому что вкусное. И чтобы соответствовать популярному мнению, хозяйка нашей уютной кухни Анастасия Трегубова решила перейти от теории к практике и научиться готовить. В этом добром стремлении ей помогут гости, представляющие различные национальные кухни. Они будут помогать Насте и вам, дорогие зрители, освоить самые интересные рецепты. Традиционно в нашей программе один из гостей не участвует в процессе приготовления, а наблюдает за ним в отдельной комнате, чтобы не смущать хозяек своими комментариями и быть свободным в оценке происходящего. Здравствуйте, я Анастасия Трегубова. Это программа «Вкусный мир», ваш путеводитель по миру национальных блюд, традиций и рецептов, проверенных временем. Есть блюда, одно название которых сразу нам говорит, откуда оно пришло. Вот, например, борщ украинский, плов узбекский, драники белорусские. А вот, скажем, какай-шурпи. Кто из вас знает, что это за блюдо и как его готовить? Сегодня мы совершим удивительное путешествие в мир чувашской кухни, потому что какай-шурпи – одно из самых любимых блюд в Чувашии. А готовить какай-шурпи меня научат мои сегодняшние гости – Галина Осипова и Евгений Корчагин. Галина и Евгений родились в Чувашии, Галя в Чебоксарах, а Женя в Новочебоксарске. Оба с детства знают и чтят традиции своего народа. У чуваши вообще принято бережно относиться к своей культуре. Уже несколько лет Галина и Евгений живут в Москве. Галя учится, а Женя работает. По словам Галины, он великий и могучий копирайтер. А еще он 10 лет работает диджеем в клубах. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Ракун пултер найдется. Рагун пулдер. Ну, такой я точно не повторю. Какая красота! Я такой не видела никогда. Это национальный традиционный женский костюм? Да, это национальный женский костюм, который женщины надевают по праздникам. И даже в древности надевали на посевные работы. Но я не представляю, как в таком костюме можно пойти на посевные работы. Но во всяком случае, в таком наряде голову не напечет. А что же принес Евгений в кувшине? Тоже что-то праздничное? Ну, вы знаете, это и праздничный, наверное, и ежедневный напиток Чувашии под названием сара. Наверное, вы знаете, что Чувашия – это родина хмеля, и растет она у нас повсеместно. Буквально недавно мы ездили в Чебоксары и привезли с собой кружечку свежесваренного сара. Расскажите мне, пожалуйста, кто традиционно готовит какай-шурпи? Мужчина или женщина? Какай-шурпи, конечно, готовят женщины. Традиционно это старшая женщина в семье, а младшие ей помогают внучки, женушки молодые. Я буду помогать сегодня Галине, а тебя, Жень, я приглашаю на традиционное в нашей программе место наблюдателя. Ты, пожалуйста, смотри, как мы готовим, чтобы ничего не упустили, хорошо? Не подведи меня. Нам понадобится для нашего блюда вот свиные ножки, рубец, это мясо у нас кусочек, сердце, легкие. Это могут быть как и свиные, так и говяжьи легкие. То есть вообще любые вот эти продукты, они могут быть как свиные, так и говяжьи. Крупа пшеничная. А только пшеничная крупа используется? Нет, знаете, в каждой семье есть свой рецепт, поэтому кто-то добавляет вместо крупы картошку, но ты сегодня будешь готовить крупу? Да, это добавит густоты небольшой, и я думаю, что это нежнее будет выглядеть, чем картошка. Дальше лук, чеснок и кое-какие специи. Ну что, начнем? Да, давайте я сейчас закатаю рукава. Спустя рукава мы работать не умеем. А я для тебя приготовила фартук такой же, как у меня. Спасибо, отлично. Галь, что такое какай-шурпи? Какай-шурпи, какай – это мясо, шурпи – это суп. Какай-шурпи – это сытный мясной супчик из субпродуктов. Давай уже приступим к этому удивительному блюду. Нужно будет взять нам свиные ножки, поджарить их. Обычно этот суп готовится на костре. Так, нужно это немножечко опалить, кожу, и затем соскрести аккуратным ножичком. Раньше это делали на огне, теперь над газом. А у кого электрические плиты, что делать? Надо зажигалки попробовать. Соскребаем. Галя, расскажи, пожалуйста, об этом блюде поподробнее. Когда его принято готовить? Какай-шурпи вообще это традиционное, любимое блюдо у чуваши. Его готовят чуваши, где бы они ни находились. Поэтому ни один праздник, акатуй, ни одна свадьба. Акатуй?
Да. Что такое Акатуй? Акатуй – это праздник земледелия. Он празднуется весной. И что там делают на этом Акатуе? Ну, как традиционно проходят любые праздники, это какие-то гулянки, хороводы. И как часто проходят такие праздники, как Акатуй? Ну, и есть множество чувашских праздников. Есть еще праздник Уяв, это праздник молодежи, когда молодежь собирается компаниями и устраивает различные игрища, хороводы. Манкун, он совпадает с нашей русской Пасхой. И это праздник весеннего Нового года по древнечувашскому календарю. Вообще у Чувашии все праздники практически празднуются по своему календарю. Да, на самом деле, живя в Москве, очень сложно соблюдать какие-то там традиции, потому что когда ты живешь там, ты просто в них погружен, и волей-неволей ты становишься их участником. Ты принимаешь участие в этих праздниках, ты видишь, как это происходит, видишь эти костюмы. Но, например, было бы очень прекрасно отметить второй раз в году Новый год в течение недели, причем весной. Думаю, это хороший праздник, который можно даже, наверное, взять специальный отпуск на работе и уйти его праздновать на недельку. Какай-шурпи варят вообще на любые праздники, на свадьбы. И вообще раньше это был супчик для бедняков. Вот как интересно распорядилась история и время. Когда-то это был суп для бедняков, а сейчас подается на каждый праздник. Именно это произошло с какай-шурпи. Впрочем, как и с японскими суши, узбекским пловом, белорусскими драниками и многими другими блюдами разных народов. В Чебоксарах, восточнее Покровской церкви, имелся обжорный ряд, где в больших чугунных котлах варился суп из требухи, какай-шурпи. Суп и похлебка у городской бедноты были очень популярны, как традиционные и самые дешевые кушанья. За грош или пару копеек можно было получить наполненную до краев большую деревянную плошку или миску, какай-шурпи. Кстати, сейчас это блюдо вас не разорит. В чебоксарских столовых и ресторанах порция какай-шурпи стоит от 15 до 55 рублей. Так, сейчас мы с тобой кладем все субпродукты в кипящую воду, правильно? Да. Так, мы кладем туда ножку. Да, легкие. Легкие, держи, помогай мне тоже. Так, мясо. Мясо. У нас уже Сердце и сердце. и печень. Ты И забыла о печень, печени. да. Вот, теперь это должно повариться прям буквально несколько минут, да, для того, чтобы просто вышла грязь из этих, Субпродуктов. да. Мы накрываем это крышкой. Да не обязательно, то есть это просто вот должно прихватиться немножко. Так, ну что, теперь у нас грязь выварилась, и нужно все это аккуратненько достать. Давай. И затем положить все это в холодную воду. И мы уже начнем варить наш бульон. Аккуратно, чтобы я тебя не обожгла. Все, отлично. Выливаем эту воду. Да, мы выливаем эту воду, и нужно все это залить в холодную, чистую воду. И теперь все это нужно варить 3-5 часов. То есть чем больше, тем лучше, потому что это все должно развариться, выпустить хорошенько все свои соки, чтобы потом мы это смогли аккуратно все мелко нарезать. В деревнях вообще это ставится на ночь и варится там по 6 часов, и получается просто великолепно. Галин, ты очень хорошо знаешь традиции чувашского народа. А кто тебя этому учил? И кто тебя учил так хорошо готовить? Ну, я надеюсь, что хорошо. Вообще, знаешь, чуваши очень трепетно относятся к своим традициям. И в садиках есть какие-то дни, устраивают воспитатели, когда они рассказывают чувашские легенды, рассказывают чувашские традиции. Да, мы немножко уменьшим. Вот. В школах есть такой предмет, как чувашская культура. А вообще, когда ты живешь в Чувашии, тебя окружает все это, и ты все это впитываешь с рождения. А готовить меня учила бабушка.
рассказывала мне все свои секреты. Часто готовили какай-шурпи? Ну, практически постоянно. То есть один из любимых супов вообще был и у моего папы, и у моего брата старшего. Ну что, нам остается только ждать Да, мы пока можем подготовить другие продукты. и посекретничать. Да. Если вы решили приготовить какай-шурпи, похлебку из субпродуктов, возьмите грамм 500 свиного или говяжьего легкого, 2 свиные ножки, полкило говяжьего сердца, 400 грамм мяса свинины, столько же говяжьей печени и рубца. А еще приготовьте 400 грамм крупы пшеничной, 2 головки репчатого лука, соль, перец, приправы, какие вы любите, зелень и головку чеснока. Бульон у нас на подходе. Что мы делаем? Ну, Дальше. пока мы давай с тобой нарежем лук. Сколько? Ну, вот 3, я думаю, будет достаточно. Чесночок давай мне тоже. На тебе одну, мне 2. Чесночок сколько? Чесночок вообще вот на эту кастрюлю, мне кажется, мы вот эту головку положим. Хорошо. Да, нужно теперь очистить лук и меленько нарезать. Мелко, не кружочками. Нет, нет. Ну, рассказывай, самое интересное, как вы познакомились с Евгением? Какай-шурпи, наверное, угощала? Нет, нет. Мы вообще, поскольку Чебоксары город маленький, мы общались в одной компании всегда. И были вообще друзья, и друг про друга слышали очень много всяких сплетен. Но мы не общались с ним, потому что не находили просто общий язык и недолюбливали друг друга. А потом мы встретились в кафе. Я даже не ожидала. То есть я шла на встречу со своим другом. Вот, и вдруг там оказывается Женя, которого я на дух не переношу. И почему-то, на удивление, вообще беседа полилась очень легко. Я вообще очень сильно удивлялась, не могла понять, что же такое с человеком, неужели я настолько ошибалась. И мы вот после этой встречи начали общаться. Я, по-моему, пригласила его в кино. Вот Женя был очень удивлен. На самом деле она была первой девушкой, которая пригласила меня в кино. Вообще, в принципе, я очень сильно удивился, что я еще пока не сделал никаких первых шагов, а она меня пригласила уже куда-то. Ну, а после этого уже как-то все завязалось. Ну и так, в общем-то, вместе и пока и никуда не собираемся. Надо было попросить Женю лук нарезать, а то мы Да. сейчас с тобой расплачемся. Да, у меня уже подступают слезы. Но вообще это значит, что лук хорош. Для супа Гош. Ага, ну да. На самом деле, всегда на кухне я выполняю самую черновую работу. То есть порезать лук, зелень, чесночок покромсать. Галя терпеть не может, чтобы все эти запахи оставались у нее на руках. Поэтому, если я занимаюсь даже какой-то работой, она кричит меня с кухни, чтобы я пришел и порезал немножечко чесночок. Лук достаточно. Теперь Теперь то же самое. время чеснока. Да, быстренько сделала с чесноком. Вообще не люблю это делать. Я всегда заставляю Женю помогать мне чистить чеснок, потому что женские ручки не должны пахнуть чесноком. Ну, мы сегодня, точнее, ты сегодня за старшую, я за младшую. А ему вообще хорошо, он наблюдает только. А в конце будет пробовать наше с тобой блюдо. Самое главное в приготовлении какай-шурпи – это чтобы тухья не свалилась. Что? Не свалилось? Вот это да! Я думал, главное, чтобы продукты были свежие. Или еще что. Оказывается, главное, чтобы головной убор не сварился в суп. Кроме шуток, в кулинарии есть свои законы. И один из них – зафиксировать чем-нибудь свои кудри, чтобы не мешали готовить. Как это называется? Тухья. Тухья. Откуда такое Чтобы название, не ты знаешь? свалилась прямо в кастрюлю. А название откуда такое? Ну, это древнее чувашское название, в переводе «головной убор». А чеснока нам немного? Нет, я думаю, что этого даже мало. Чем больше чеснока, тем лучше. Но это вообще придает аромат прекрасный. 5 часов прошло, наш бульон готов. Да, даже кастрюлька подкоптилась. Да, ничего, настоящая кастрюля для какай-шурпи всегда черная. Вся в саже.
Давай я сама. Давай. Быстренько. А ты мне расскажи, пожалуйста, что же все-таки особенного в чувашской кухне? Ну, чуваши обычно используют для приготовления своих блюд овощи не в пассерованном, а в сыром виде. То есть даже в пироги какие-то закладываются и мясо, и овощи в сыром виде. Они не поджариваются. А какое мясо обычно используется? Мясо, ну, поскольку чуваши скотоводы издревле, то любят баранину, свинину. Ну, вообще, знаешь, любое мясо, лишь Как бы оно пахнет. посытнее было. Пожирнее, посытнее. Что мы делаем теперь с этим мясом, которое у нас отварилось, точнее, с субпродуктами? Сейчас это все немножко остынет, и мы с тобой это будем измельчать. А для чего мы это измельчаем? Для того, чтобы было удобно есть. О, ну наконец-то все. Вот она. Достается из кастрюльки наша «Прощай, диета». Так, ну давай тогда мы с тобой сейчас засыпем сюда крупу. Пока мы будем нарезать мясо, у нас будет с тобой уже вариться крупа. Сколько нам понадобится крупы? Это Но примерно я стакан? всегда кладу на глаз. На 5 литров, я думаю, стакана будет достаточно. А кроме крупы что-нибудь нужно положить? Знаешь, я уже говорила, что у каждой семьи своя традиция. Кто-то готовит так, как любит. Вот. То есть, если ты захочешь, ты можешь потом положить туда картошечку или какую-нибудь другую крупу. Варят и с перловкой, и с рисом. Кто что любит. Можем тогда и овощи мы забросить, потому что мясо у нас уже прям А чеснок? отлично. Сейчас тоже? Чеснок нет. Чеснок мы с тобой положим прямо перед выключением. Так, ну что? Да, теперь давай мы приступим с тобой к нарезке. Ну, с мясом мы с тобой разобрались. А какую рыбу предпочитают в Чувашии? Ну, поскольку мы живем на Волге, вся речная рыба идет всегда в ход. Пироги. Какие пироги с рыбой? Ну, обычно это просто какая-то начинка из рыбы и лук, морковь, что угодно. Опять же, кто что любит, все кладется в пирог. То есть у меня бабушка, когда не было там особо денег, клала и просто рис и разбавляла немножечко его рыбным таким фаршем. Но все было всегда очень вкусно. Да, кстати, моя бабуля тоже делала шикарный пирог с самом и карпом. То есть она на самом деле не применяла очень много продуктов, брала только, ну, то есть как бы саму основу, клала в нее очень много рыбы, то есть практически это был целый сом или карп, и очень много зелени. Зелень и рыба – это просто невероятно вкусный был пирог. А чем вы запиваете ваше блюдо? Сара традиционным чувашским напитком. Ну, вообще, любые компоты всевозможные, морсы, напиток из ревеня. А что это за напиток из ревеня? Ну, это такое растение. Просто то же самое, что и компот. Ты знаешь, я совсем недавно узнала, что Чувашия – это родина хмеля. Хмель – основной компонент для изготовления национального напитка сара. Еще в XVIII веке у многих крестьян были капитально построенные полевые хмельники. В начале XX века у состоятельных хозяев появляются свои сушилки, прессы для получения хмелебрикетов. Хмель чуваши всегда выращивали и на продажу. С прошлого века вместо традиционных лишь слегка окультуренных сортов внедряются более урожайные – баварский, богемский и швейцарский. Мясо у нас с тобой нарезано. Мы можем его с тобой забрасывать. Давай, ты первая. Сможешь аккуратно? Попытаюсь. Ой, вот сказала, и видишь, я немножко обронила. Не торопись. Вот так. Ой, Не торопись. довольно густой будет у нас суп-то. Да, вот густой супер суп. Сытный и антипохмельный. Да уж, если бы мне с утра этот супчик предложили с похмелья отведать, я бы, наверное, свалился заново спать от чувства сытости. Это просто мечта любого мужчины. Столько мяса. Так, можно я теперь помешаю? Да, давай. И сколько он должен вариться?
Знаешь, мы с тобой, поскольку бросили крупу пораньше, так что нам еще будет достаточно буквально 10 минут. Нам нужно только с тобой посолить это. Давай. Ну, как обычно мы это делаем на глаз, да? Ну и вот так. Да, помешай еще раз его. Отлично. Ну и оставляем на 10 минут. Да, можно еще бросить каких-нибудь приправ, вот каких ты любишь. Вот можешь перчика положить, это Да, будет, перчик я люблю. Как много? Немножко? Да вот, да, ты же все делаешь на глаз. Все, достаточно. Способ приготовления какай-шурпи довольно прост, но требует определенной последовательности и времени. Для начала подготовьте продукты. Свиные ножки опалите на огне, а субпродукты и мясо промойте. Затем опустите в кипящую воду минут на 7. После смените воду в кастрюлю и поставьте вариться уже в холодной воде часов на 5. Когда мясная часть какай-шурпи сварится, ее нужно немного остудить и прокрутить на мясорубке или мелко нарезать. В бульон засыпать пшеничную крупу и варить до полуготовности. А после смешать с мясом и добавить в бульон нашинкованный лук. Все это посолить, поперчить и приправить травами, которые вы любите. Закрыть крышкой и оставить доходить до готовности. Тем временем чеснок очистить и измельчить, порезать зелень, выключить огонь и добавить зелень с чесноком в суп. Какай-шурпи готов. Теперь у нас с тобой остается только зелень и чеснок. И все это мы бросаем перед самым выключением. Зелень мелко нарезаем. Ну а пока я нарезаю зелень, расскажи мне, пожалуйста, о своем платье. Оно у тебя такое красивое. В чувашском платье, как в мужском, так и в женском. Знаешь, что мужские костюмы, они тоже очень красивые. Это белая рубашка длинная с пояском красным, тоже все это в вышивках, но она традиционно бело-красная. И каждая вышивка, она имеет смысловое значение. То есть это орнамент чувашский, он используется даже в чувашском гербе. А что означает вот этот орнамент? Это обозначает растущее дерево. А еще в этой вышивке используется руническое письмо. Зелень готова, бульон тоже. Давай ты попробуешь это на соль. Так, давай прям из этой ложечки. Я же солила, сейчас посмотрим. Да, давай. Не, знаешь, надо еще посолить. Да, я тоже так думаю. Давай теперь ты. Но я не знаю, сколько ты уже положила туда. Так, я положила 3 щепотки. Я думаю, еще парочку нам будет достаточно. Я уже тебе говорю практически как профессионал. Все, мы можем забрасывать зелень туда, чеснок и выключать. Наш суп готов. Да, замечательно. Это будет последним штрихом в нашем супе. Помешай это аккуратненько. Так, перемешиваем. Ну и последний Это самое главное, самое вкусное. чеснок. Чеснок. Ура, наш суп готов. Какай-шурпи готов. Ну что, сервируем стол и зовем Женю? Да, давай позовем. Все, на стол накрыли. Теперь нужно только позвать Женю. Женя! О, господи, какие же вы умнички. Я прямо мечтал вот это вот попробовать. Ну давай же уже, наконец, пробуй. Забить это И все ты нашим хмельным, родным напитком. С чего начну я? По традиции. Тоста. С тоста. Отсутствие кружки не помешает настоящему мужчине сказать тост. Особенно, если его попросят такие девушки. За вас. За вас, наши профессиональные кулинары и просто красавицы. Ладно, пока кружки нету, буду пробовать. Да, я тоже попробую. Я скажу, что очень вкусно. Теперь твое слово, Жень. Можно я возьму с собой кастрюльку? Это невероятно вкусно, честно. Но я тебе кастрюлю не отдам, потому что Галя тебе еще раз приготовит какай-шурпи. Правда же? Да, не переживай. Спасибо. Спасибо вам, ребят, что пришли сегодня и научили меня готовить такое замечательное блюдо. Пожалуйста, кушай на здоровье, набирайся сил. Ну и давайте по-чувашски.
Всего доброго, до свидания. Севапур. Пока. Пока. Не бойтесь экспериментировать, осваивайте новые рецепты, а мы позаботимся о том, чтобы расширить географию вашего стола. Это была программа «Вкусный мир». Программа не только вкусная, но и очень полезная. А я, Анастасия Трегубова, обещаю, наша следующая встреча будет такой же вкусной. Увидимся!